Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр для своего телефона или планшета. Я делал пост с тем, какие игры ты считаешь лучшими и играешь прямо сейчас, поэтому это все ты. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если хочешь больше топов. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика... У друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Представьте, что у нас есть игра, которая просто завладевает вашим вниманием. Это не просто игрушка, это целое приключение, которое засасывает вас в свой мир. Игра, которая хоть и напоминает вам немного о Майнкрафте, но имеет свою неповторимую историю и сценарий, полный приключений. Тут нам предстоит замахнуться на победу над коварными боссами и монстрами. И чтобы сделать это, вам придется спуститься прямиком в ад. У вас будет возможность создать свою уникальную эпичную историю приключений, начиная с создания своего персонажа с уникальными внешними характеристиками и способностями и заканчивая выбором различного вида оружия и снаряжения. Вы сможете взаимодействовать со всем, что вас окружает. Придется тщательно изучать все места, чтобы не пропустить важные вещи, которые помогут вам в будущем. Весь процесс сбора полезных ресурсов следует проверенной схеме. Вам просто нужно найти нужное снаряжение, ну и скрафтить его. И если кто-то не играл, хотя я таких не знаю, то настоятельно советую. В этой игре вас ждет целая вереница сюжетных событий, практика в присоединении прицепа и осуществления парковки, разные гоночные соревнования, испытания на бездорожье и многое другое. В игре почти 100 разных грузов, которые придется доставлять по их назначению, ну и зарабатывать. Со временем вы сможете открыть собственную компанию грузоперевозок и руководить своим штабом водителей. Окружающий мир порадует реализмом, а именно возможностью разрушения всего вокруг, смены погодных условий, а система повреждений позволит почувствовать разницу между исправной машиной и изрядно пострадавшей. Кроме того, здесь большое количество различных фишек для прокачки грузовика, а еще в игре есть радио, которое вы сможете дополнить своими треками, что довольно прикольно. Лайк, передай мне, пожалуйста, привет. Без проблем. Валерка, привет тебе. Это довольно популярный шутер, где вы будете играть за спецназ или теров. Выбирайте любой режим, командный бой, в котором побеждает сторона, совершившая наибольшее количество фрагов. Закладка бомбы, где выиграет одна из команд по результатам 15 раундов. И режим гонка вооружений. Здесь одерживает победу игрок с наибольшим числом фрагов из всех видов оружия. Все как в старой, доброй КС-ке. Смотрите по карте в левой верхней части экрана, где находятся враги, и открывайте по ним беспощадную стрельбу. Как только они покажутся в поле видимости, к управлению здесь легко привыкнуть. Также радует высокая динамика в игре. И в целом, кто не играл в стендов? Это вопрос. Какую ценность может представлять дружба? Undertale расскажет вам удивительную историю об этом, и вряд ли найдутся равнодушные. Главная героиня оказывается в подземном мире, который насыщен разными чудовищами. Эти монстры оказались глубоко под землей. С того самого момента, как проиграли в войне против людей, вам придется преодолевать огромное количество ужасных испытаний, обезвредить все ловушки на своем пути и сделать выбор: уничтожить всех монстров или же подарить им долгожданную свободу. Стоит заметить, что данный проект во многом отличается от других игр. Как правило, необходимо либо крушить все вокруг, либо проходить сюжетную линию, разгадывая головоломки. Здесь же вы сами будете выбирать ход действий. Вы можете сразу же атаковать противника,
противника или сначала поговорить с ним, выслушав его проблему. Есть и третий вариант – это просто убежать. Вы сами думаете, как поступить в той или иной ситуации. Благодаря этому геймплей кажется разнообразным, что ли. А графика тут пиксельная. И возникает ощущение, что играешь в игру, которую создавали давным-давно, когда ценилась идея, а не картинка. Если кто-то по какой-то причине не играл в нее до сих пор, как минимум советую посмотреть, а как максимум пройти. И да, инструкция, как поиграть, будет у меня в телеграм-канале, а ссылочку найдешь в описании. Это крутой онлайн-шутер от третьего лица. По сюжету вы оказываетесь в западных землях 2084 года, где выжившие после мировой трагедии живут в отдаленно изолированных городах, но время от времени им приходится сталкиваться в беспощадных сражениях ради ресурсов и полезных материалов, что-то вроде голодных игр. Перед началом боя выберите себе одного из персонажей, который обладает уникальными способностями и характеристиками. Затем вооружитесь огромными футуристическими пушками, пулеметами и бластерами. Отправляйтесь на огромное поле сражений. Там также можно использовать разную боевую технику, такие как тяжелые бронированные танки, огромные мехи, быстрые вооруженные автомобили и многое другое. Каждый к тому же может использовать джетпаки, отчего сражение становится только динамичней. Локации, где проходят все действия, имеют достаточно большие размеры, с множеством разных зданий, укрытий и секретных мест. Постепенно прокачивайте вашего персонажа, приобретая все более мощное вооружение и экипировку. Кто соскучился по отличным королевским битвам, очень советую поиграть. Одна из самых интересных королевских битв, где нет оружия, а в качестве персонажа выступают разноцветные бобы. А отсутствие оружия не означает, что мы не сможем навредить другим игрокам. При этом выбывание проходит в момент прохождения самых необычных карт. В каждом матче участвуют 60 человек, которые всеми силами пытаются оказаться в тройке лидеров. А каждый забег выполнен в виде разных испытаний. Заданий достаточно много, и большинство из них потребует хорошей реакции. Помимо прохождения препятствий, можно поучаствовать и в командных соревнованиях. Например, нужно доставить огромный шар до указанной точки всей командой. И та команда, которая проиграет, автоматически выбывает. Испытаний и видов заданий тут достаточно много. Все они способны проверить вас на внимательность, ловкость и скорость реакции. А победы приносят игровую валюту, которую можно потратить в магазине на приобретение крутых скинов. И их тут достаточно много. К особенностям игры можно отнести прикольная мультяшная стилистика, красочные персонажи и несколько десятков сложных и интересных карт. И, кстати, все ссылочки на игры из этого ролика ты найдешь в описании к видео. Это крутой платформер, сочетающий в себе экшен и элементы рогалика. Главный герой оказывается подопытным в потерпевшем неудачу эксперименте, и теперь ему необходимо покинуть своеобразный лабиринт, по которому раскиданы враги, а также ценные предметы, в числе которых оружие со случайными особенностями. Как и подобает играм жанра, здесь у вас одна жизнь, потеряв которую вы начнете все сначала. Исследуйте опаснейший мир, пребывание в котором может оборваться мгновенно. Изучайте, как ведут себя враги, чтобы перехитрить каждого и выжить. А как проходить игру? Тараном, уничтожая все на своем пути, или подходите к делу тактически. Решаете только вы. Лайт, сделай топ с крутой графикой. Братишка, такой ролик был буквально прошлым. Если не видел, можешь потом посмотреть по подсказке сверху справа. Это игрушка с необычной физикой. Это как будто смесь между сном и настоящим миром. А в ней вы будете помогать неуклюжему персонажу, который попадает в самые невероятные приключения. В начале игры вы засыпаете и погружаетесь в странный сон, где постоянно приходится лететь вниз. Ну как это возможно? Спросите вы. Дело в том, что мир, в котором он находится, выполнен из пластилина, и поэтому все вокруг сражается со своей собственной физикой. Но здесь не все так просто. Вам нужно будет решать головоломки, и каждая из них будет решаться по-разному. Поэтому здесь ваше воображение не будет иметь границ. Вы сможете перемещать и двигать предметы, но будьте внимательны. Любая ошибка может отправить нашего персонажа обратно в самое начало игры.
Это красивая игрушка про пиратов, которая обитает в Карибском море и охотится за разными сокровищами. Вам придется попасть в 18 век, когда в Карибском море начало процветать пиратство. Эта эпоха только началась, и нам предстоит встать за штурвал собственного корабля, возглавить команду отважных бойцов, готовых брать вражеские корабли на абордаж и разживаться награбленным золотом. В игре доступно 12 классов кораблей. Естественно, мы будем начинать с малого, с небольшой шхуны, а вот в процессе развития можно будет приобрести себе гигантский фрегат с большим количеством пушек. К слову про вооружение. В игре представлено 5 разных боеприпасов, которые обладают своими уникальными свойствами. Улучшать можно не только корабль, но и экипаж. Вам придется увеличивать ударостойкость корабля, добавлять ему таран, заполнять пушками и раскрашивать паруса. Но без экипажа брать корабли на абордаж будет проблематично. Поэтому еще 2 задачи. Это наем и улучшение команды. Различные перки, которые доступны экипажу, будут увеличивать живучесть и мастерство бойцов. Еще в игрушку можно поиграть оффлайн, что довольно прикольно. Это все тот же PlayerUnknown's Battleground, в точности как на ПК, где мы отправимся на поле битвы вместе с сотней других игроков и уничтожим каждого из них, используя свои тактические навыки. Только один из вас ощутит вкус победы. Карта Эрангель тут размером 64 квадратных километра. Из забавности. В том же Free Fire размер карты идентичен. В игре большой набор огнестрельного оружия, оружие ближнего боя и бронетехники с реалистичной баллистикой. Необходимо быстрое перемещение по карте. Используйте любой транспорт, который обнаружите. Общайтесь с друзьями в чате и помогайте друг другу путем переговоров. Помимо всех вышесказанных преимуществ, игрушка на данный момент отлично оптимизирована, что можно катать даже на слабом телефоне. Частенько выходят обновления, и кто хочет вспомнить былое, советую снова в нее заглянуть. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это игрушка в жанре рогалика, с видом сверху и в мрачном средневековом фэнтези, а выглядит довольно интересно. Что-то даже напоминает, поэтому просто ждем. Братишка, спасибо, что досмотрел до конца. Меня звали, как всегда, Лайт. Оставляй комментарий, который точно попадет в следующий выпуск. Ставь лайк, если нашел что-то новое. И подпишись, чтобы не пропускать новые игры. И не забудь посмотреть другие топы. Там много интересного. А пока всем пока-пока. И до новых встреч в новых игровых мирах.